Идея этого фильма возникла после посещения Валаамского монастыря, где мы познакомились с удивительным человеком, отцом Мефодием. Македонец по происхождению, он приехал в Россию, чтобы стать монахом. На рубеже 90-х, в годы разрухи и развала, когда никто ни во что не верил, приехал не только молиться за духовное возрождение нашей страны, но посвятить ему свою жизнь. Когда будущему духовнику Валаамского монастыря, а тогда еще просто выпускнику университета Венка Петрову, по случайному стечению обстоятельств не удалось попасть на Афон, не приняли документы на визу, он попросил у архимандрита одного афонского монастыря благословения ехать в Россию. На вопрос «Вы кого-нибудь знаете в России?» он ответил «Знаю». А кого именно? Батюшку Иоанна Кронштадтского и преподобного Серафима Саровского. Отец Георгий с улыбкой сказал: «У вас все получится, у вас очень хорошие друзья». Так Венка стал монахом. Отец Мефодий – это удивительный человек. Редко доводится встречать людей такой сердечности, такой открытости, такой благожелательности и любви к ближнему своему. Откуда у человека берутся такие силы и духовные, и физические? Потому что быть в центре очень многих событий, возглавлять такой очень трудный проект, как фонд Валаамский, конечно, эта задача далеко не каждому по силу. Ну, наверное, действительно, Бог дает каждому миссию на этой земле. Как вы оказались в России? У нас есть такой духовный мост между Россией и Македонией через Валаам, потому что наши старцы, наши святые отцы, когда бежали с Валаама до войны, одна группа уехала в Югославию, и недалеко от моего дома жило 71 старец. Видимо, они за нас молились, за мой народ. Теперь мне пришлось скромными молитвами молиться за русский народ, по их молитвам. В 1993 году в Троице-Сергиевой лавре Венку принял постриг с именем основателя славянской письменности Мефодия. Случайно ли? Но как объяснить такое обилие случайностей, которое привело его на Валаам? Не кроется ли за их чередой что-то гораздо более серьезное, какая-то цель? И что за таинственный узор, связующий Македонию и Россию, слагает Господь? И самое главное, зачем? Отправляемся на поиски ответа в Македонию, по следам валаамских монахов и отца Мефодия. Позади 1000 километров дороги. И вот, наконец, пересекаем границу Македонии. Необъяснимое чувство возникает в груди, словно вернулся, если не домой, то туда, где определенно ждут. Может и так? Ведь сколько трудились здесь валаамские монахи, они-то и перенесли с собой часть далекой родины. Над столицей, на самой высокой точке горы Водно, горит неоновый крест тысячелетия, символ города и братской помощи России. Именно наша страна помогла отреставрировать уникальное сооружение и поддержать его свет. Русские монахи прибыли в то время, когда практически монашеская жизнь в македонских монастырях была прекращена из-за гонений со стороны турецких властей. И когда монастыри и храмы опустели. Здесь им тоже предстояло пройти через огромные испытания. Я уже говорил о том, что ко времени их приезда сюда монастырская жизнь здесь практически умерла. И им приходилось заново очень многое делать. На такой подвиг способен далеко не каждый человек.
Вместе с племянником отца Мефодия Кириллом Петровым едем в храм святого Наума Охридского. Он его прихожанин. Здесь очень любят отца Мефодия. Вот это я узнал, это отец Мефодий. Тоже отец Мефодий, когда приехал на Валаам. Отец Мефодий. Да, это наш брат Кирилл, который уже целые сутки с нами, очень любезен с нами. Любезен и щедр. Настоятеля храма тоже зовут Кирилл. Это имя так популярно в Македонии в связи с тем, что Кирилл и Мефодий трудились на этой земле. Македонский народ уважает их как свои, как родные отцы, просветители. И культ святителей Кирилл и Мефодий, в Македонии очень распространен. Через них мы получили грамотность, письменность, азбуки, вера, и поэтому народ так уважает их. Молится, дает имени Кирилла и Мефодия. Прихожане храма святого Наума по сей день ждут память своего игумена, нашего соотечественника. Этот храм известный по своей традиции, потому что он устроен так не как прихожанский храм, а вот как монастырь. В этот храм-монастырь жил и Андрей Байшанский, рус, из России. Жители здесь, столица здесь, которые приходили в храм святого Наума, помнят, что отец Андрей очень хорошо заботился о храм здесь. Он был так строгий, но и добрый. Отец Андрей прожил долгую жизнь в очень трудные времена. О том, как он ее прожил, свидетельствует благодарная память его прихожан. А о дне сегодняшнем в храме его небесные обитатели. У нас в России, если птица вот так бы свела гнездо, мы бы решили, хоть мы и не суеверны, но мы бы решили, что это к счастью, благополучию. А вот для вас это, как вы к этому относитесь? Очень мило, очень приятно, что даже ласточки узнают храм как место и для жилья, и место, где есть Господь. Здесь в храме и в дворе храма как-то собран весь мир. Здесь совершается литургия, здесь прихожане молятся, здесь ласточки поют, живут. В дворе дети играются, к забору вода, есть источник. Это как наш маленький мир. Святая Богородице, спаси, Богородице, спаси нас. Спаси, раби Твоя Богородице, яко си Богородице, Из Скопья едем в место, связанное с валаамскими монахами, в Лишокский монастырь. Ныне это крупнейший туристический и духовно-образовательный центр Македонии. У обители нелегкая судьба. Не раз подвергалась она разорению. Построенный в 1600 году монастырь уже через 90 лет был уничтожен турками. Не скоро снова затеплилась здесь монашеская жизнь, в 1818 году. А в 2001 году обитель, расположенная на границе с Косово, вновь была разграблена албанскими экстремистами. Собор святого Афанасия взорван, но в том же году построен заново. Сюда, в Лишокский монастырь, и направилась сербская православная церковь русских монахов-эмигрантов. В 1925 году их стараниями в обители и был впервые возведен собор в честь святого Афанасия. Но что стены сами по себе? Всего лишь камень. Братья принесли с собой строгий валаамский устав, возобновили молитвенное делание, а значит,
духовную жизнь. В память об этом в 2016 году по инициативе российского посольства на средства благотворителей в Лишокском монастыре был установлен поклонный крест. Точная копия такого же креста на Валааме. На церемонии его открытия в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, несмотря на имеющиеся разногласия, этот крест объединил у своего подножия православных людей двух братских народов, служителей Македонской и Русской православной церквей, представителей дипломатических и государственных ведомств Македонии и России и просто верующих людей. Крест, как память о завете Христа, хранить духовное единство. Мы получили благословение епископа Панкратия и отца Мефодия. На осуществление этого проекта мы получили всю возможную поддержку, вплоть до того, что они благословили доставку камней со святынь Валаамского архипелага для того, чтобы мы кусочек валаамской земли привезли на македонскую землю. Именно из Лишокского монастыря началось впоследствии расселение русских монахов по македонской земле. К 1926 году настоятелями большинства монастырей в Македонии были русские. Мы приехали в село Баняни, на родину духовника Валаамского монастыря Мефодия. В детстве будущий отец Мефодий очень часто любил приходить вот сюда, в храм святого Никиты. Это ворота, сохранившиеся с 15 века. Смотрите, это тоже наверняка почернело. Это даже не краска, наверное, вот это уже самое дерево такое черное. Вот уже 5 столетий служат они, впуская кого-то на территорию монастыря, а кого-то и в Царство Небесное. Как, вероятно, дедушку духовника Валаамской обители. Как говорит сам отец Мефодий, он был большим молитвенником. Именно он перед смертью предрек внуку монашеский путь. Вот этой липе более 100 лет. Она свидетельница совместного труда русских и македонских подвижников. В 30-40-е годы прошлого века монастырь святого Никиты надолго стал приютом для нескольких десятков валаамских монахов. Могила схимника Панкратия сохранилась до наших дней. За ней ухаживает племянник отца Мефодия, Кирилл. Могила раньше была это старая, можете увидеть. Да, был. Да. А по благословению батюшка Мефодий это сделали новый памятник, да? В нашей истории есть еще одно совпадение. Фотографию могилки привезли с собой родители отца Мефодия, приехавшие к нему на Валаам через 3 года после пострига, в 97 году. Дедушка отца Мефодия, 70 лет служивший здесь церковным старостой, вероятно, был знаком со схимником Панкратием. Человека, с которым новопостриженный монах Мефодий отправился поднимать Валаам, тоже зовут Панкратием. Он наместник Валаамской обители. Еще одна духовная рифма. Вот это и была келья Панкратия.
вестник русской эмиграции. Эта постройка сохранилась с 19 века. Ее немного отремонтировали, но в основном здесь все сохранилось почти без изменений. Вот в таких же условиях жили здесь наши соотечественники. И не только жили, а творили свой молитвенный подвиг. А сейчас это просто жилые помещения. И вот видите, там молодые люди, вот они там останавливаются, там и живут, паломничают. Признаемся, что нас сначала это немного смутило. Но жизнь в этом краю нелегкая, граница рядом, тревожна, да и условия в кельях весьма спартанские. Из беседы узнали, что люди из окрестных селений в монастырь приходят семьями, часто пешком, каждое воскресенье на утреннюю службу. И остаются здесь на весь день, до вечерней. А в перерыве дети играют, а родители отдыхают, как умеют. И ведь главное, к Богу же приходят, не на стадион. Вот так же, наверное, и будущий отец Мефодий в детстве играл возле храма, как у себя во дворе. Кто знает, может, именно это ощущение своего дома привело его к Богу. У монастырского храма святого Никиты древняя история. Он построен в XIV веке на фундаменте церкви еще первых веков христианства. И вот здесь находятся мощи святого Никиты. Святой Никита принял мученическую смерть за Христа в 372 году. Вот так все очень просто, с любовью, и по македонской традиции пожертвования кладутся прямо к мощам святого Никиты. За моето здравие и за здравие на моите најблиски и мојот син. Мир во душата, да живеам во мир без никаков страх, како моментот ношто ми се опира да живеам нормално, да имам позитивни мисли, да ми подадеш среќа со сакањето. Типалан свека, газом на овој камен, во коју сум уверена, дека можеш да ми помогнеш. Ти си молам за моего здравия и здравия на моите, на близкие. На этом языке уже много веков обращаются к святому Никите за помощью. Во время османского ига, которое продолжалось 500 лет, турки выкололи глаза всем святым на этих фресках, докуда могли дотянуться. Но эти святые видели молящихся глазами сердца. Уникальные фрески. Культурное наследие не только Македонии, но и всего православного мира. Столетиями в этом храме звучит, не переставая, молитва за детей. Сколько раз прочитал эту молитву дедушка отца Мефодия, молясь за внука и весь род Петровых. Всю свою историю македонский народ страдал от чужеземных захватчиков, но веру свою сохранил. Вот эту книгу, скорее всего, держал в своих руках монах Панкратий, так же, как сейчас держу я ее. Это псалтирь, очень старинный, немножко такой разбитый, но все можно разобрать, причем он на старославянском языке. Эта книга пережила многое. По ней молились русские монахи в годы революции на родине, и в трудные годы эмиграции, и в самое тяжелое время в мировую войну, возможно, читал ее и дедушка отца Мефодия в ту же эпоху,
и спасала нас всех общая молитва единому Богу. На родине отца Мефодия нас ждало еще одно удивительное совпадение. Сами того не ожидая, мы приехали сюда как раз в день памяти матери отца Мефодия. Опять случайность или закономерность? А может быть, чья-то воля или промысел? Но одно знаем точно: случайных встреч на путях Господних не бывает. Мы продолжаем свой путь. Пресвятая Богородице, спаси, Богородице, спаси нас. Спаси, спаси, раби Твоя Богородице, яко си Богородице, Мы находимся в Скопье, на самой высокой точке не только географической, но и духовной. В монастыре святого Пантелеймона XII века, который находится в селении Горно-Мерези, на господствующей над городом высоте горе Водно. Здесь в 30-е годы прошлого века в течение 10 лет жил русский монах с Валаама. Он, как и многие другие, не бежал из России. Просто так сложилось. Валаамские острова в 1918 году стали частью территории Финляндии. Правительство принуждало монахов принять новый календарь, изменить духовные традиции. Одни ушли в скиты, другие отправились на Балканы, к братьям по вере. Практически в каждом монастыре можно увидеть следы пребывания наших монахов и монахинь, а в том числе и, к сожалению, следы в виде надгробий в память о наших подвижниках церковных, православных. Имена многих из них помнят в Македонии и до сих пор, и с благоговением и огромным почтением относятся к памяти этих людей. Английская писательница Ребекка Вест в путевых заметках «Черный ягненок» и «Сизый сокол» так описала встречу с валаамским монахом, насельником монастыря святого Пантелеймона в Горно-Мерези. Это был человек, не знающий греха, а из его глаз исходил свет. Инок покинул любимое им место, где он жил с раннего детства, чтобы оказаться в захолустном селе, где больше мусульман, чем христиан, в ужасном для его северной крови климате, и все это лишь потому, что не хотел принять новый календарь. Когда мы спросили его, не одиноко ли ему, он сказал: очень редко, потому что Господь всегда здесь. Господь всегда здесь. Наверное, этот монах постиг то, о чем говорит отец Мефодий, когда его спрашивают о монашеском пути. Если человек достигнет такой степени совершенства и благодатного духовного истинного состояния, он, конечно, жаждет, чтобы эти свои знания, эти духовные дары отдать, вернуть человечеству, чтобы они послужили на благо человечества. И как раз происходит такое истинное преображение монаха, когда он подражает своему Творцу, чтобы мы нашли этот ключ мудрости, нашли эту возможность стать еще на земле жителями рая. Эту красоту Пантелеймонова монастыря поддерживает всего 4 монаха. После Второй мировой войны монастырь пришел в запустение. Атеистический режим социалистической Югославии активно преследовал верующих. Начался новый исход русских монахов, теперь на запад,
В Македонии остались только те, кто жил в отдаленных монастырях. Молитва в древнем Пантелеймоновом монастыре прекратилась. Некогда святое место стало туристической точкой. Сейчас молитвенная жизнь в монастыре снова возрождается. Еще 2 года тому назад в этом месте, где столетиями звучала монашеская молитва, был ресторан. Монахи отмаливают это место, чтобы оно вновь стало таким же прекрасным, как этот вид столицы Македонии. Монастырский храм, возведенный в 1164 году ближайшим родственником императорской семьи Алексеем Комненным, является собой замечательный образец византийского зодчества. Уникальные фрески, датируемые XII веком, создавались в эпоху сложных богословских споров о единстве 3 лиц Святой Троицы, о соединении во Христе божественного и человеческого. Сохранились исторические свидетельства об участии ктитора здешнего храма в Константинопольском соборе 1166 года. Его позиция в споре наглядно представлена в этих фресках, которые так зримо передают божественное начало через мир подлинных человеческих переживаний. По мнению исследователей, они предвосхищают весь европейский ренессанс. Обратите внимание, какое высокое ремесло, искусство иконописи. В середине XX века здесь творились совместные молитвы македонцев и русских валамских монахов, нашедших здесь пристанище после духовной катастрофы на родине. Эти люди хорошо понимали друг друга, ведь молитвы звучали здесь на едином языке. И не только потому, что святые Кирилл и Мефодий когда-то создали единую славянскую азбуку, а потому что говорили они на языке Божьей любви. Ведь главная заповедь Христа – «Возлюби Бога и ближнего своего, как самого себя». А политика, основанная на языческом тезисе «разделяй и властвуй», от лукавого. Мы знаем, что любить Господа легко, потому что чувствуем Его промысел о всех нас. 7 миллиардов и больше людей на земле. И с каждым человеком Он беседует наедине и находит путь до нашего сердца. Аще человек откроет Ему, Он беседует с ними. И снисходительно к нашей немощи, к нашей личности, Он умеет каждому человеку дать те слова, которые ему необходимы, чтобы укрепить его верой. Как много знаковых событий встречалось на нашем пути по следам валамских монахов. Господу было так угодно, чтобы мы присутствовали на таинстве крещения, вот в этом храме XII века, освященном в честь святого Пантелеймона. Слава Отцу и Сыну и Святу, всего секура, во веки веков. Аминь. Христо, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, за царство Его вас, сила Духа Света. Родители называют сына чудом, промыслом Божиим. Много лет мечтали они о ребенке, но медицина не смогла помочь. Помогла вера и молитва. Молились святому Пантелеймону. Вот и крестить сына пришли в храм, посвященный Божьему Целителю. Връзка не сломива, мислам, това е нещо исконско. Това е, значи, со веки векови тоа се идело и се знае дека тоа е та братија. И ета исти дух, иста крв. И живи и здрави. Все понятно, даже без перевода. Объясняемся со счастливыми родителями по-русски. Языковой барьер отсутствует, ведь у наших языков один корень, а там, где не совсем понятны слова, понимаем сердцем. Слова о духовной близости и взаимопонимании двух наших народов – это совершенно не пустой звук. Люди связывают с Россией очень большие надежды и ожидания. И в македонском народе
авторитет России огромен. Россия – это страна, которая служит Богу, служит всему человечеству, страна, в которой можно найти спасительную пристань для человеческой души. А такие действия врагу рода человеческого не нравятся. И, к сожалению, приходится встречать многих противников такого служения русского народа. А что вы делаете, когда встречаете таких? Молимся за них, любим их, обнимаем их, желаем им спасения. Вместе с нашими новыми македонскими друзьями молимся о единстве всех православных народов. А как же иначе? Ведь не случайно в этом древнем храме нас свел Господь. А Он и есть самая главная инстанция, ибо сказано: в Царстве Божием нет ни эллина, ни иудея, ни серба, ни македонца, ни россиянина, а есть люди Божии, то есть в чьих сердцах живет любовь к ближнему. И встречали мы таких по разные стороны политических барьеров. И верилось нам, что вместе с нами молились о единстве все святые с фресок Пантелеймонова монастыря. И не только они. Перед поездкой в Македонию наша съемочная группа заехала благословиться к святой Матроне Московской. Свечу, зажженную у ее мощей, мы передали счастливым родителям только что крещенного юного христианина. И выяснилось, что глава рода, дедушка, вечером накануне крещения перечитал житие святой Матронушки. А ведь она не только чудотворица, помогающая в чадорождении, но, по словам преподобного Иоанна Кронштадтского, 8-й столб России. Вот такие чудеса. А сколько их еще будет на нашем пути в Македонии по следам валаамских монахов? В поисках следов валаамских монахов в Македонии едем в знаменитый Лесновский монастырь. Монастырь основан в XI веке монахом-отшельником Гавриилом Лесновским, причисленным к лику святых. Митрополит Колосийский в послании к русскому царю Алексею Михайловичу писал, что Гавриил Лесновский был пришедшим от русские земли. Житие сообщает, что однажды святому Гавриилу явился во сне сам архангел Михаил. Пришед на Лесновскую гору, преподобный построил в честь него храм, а сам провел жизнь в уединении в горах, в непрестанной молитве и духовных подвигах. Перед смертью отшельник вернулся в монастырь, где и был похоронен. Нас встречает митрополит Иларион, наместник монастыря, и, конечно же, сам архангел. Вернее, огромная древняя фреска с его изображением и надписью на церковнославянском. В средние века монастырь был центром славянской письменности, а в XIX веке – одним из важнейших оплотов славянской культуры. Много ли приезжает из России? Да. Здесь монастырь бывает свекодневно чудо. Народ исцеляется, больные, жени имеют деца, рождают. Здесь пришло одно дете. Един
Називається Георгий, малче дете. Мальчик, это называют имя него Святий Георгий. Гаврил прочитает йому молитву зде. Дете не говорило. И зде избил пламен. Пламен. Это Огонь. Пламенный огонь. Избивает от фрески. Это фреска Бързопослушница. Бързопослушница, Матерь Божия. И зде бивают чуда. здесь бегали чудо, да. Это мальчик Георгий, он был нем. Когда Святый Гаврил это читал молитву, когда здесь бивал огонь, а мальчик проговорил. И он исходил надпред, на дворе и проговорил: «Мама, я говорю». Да вы что? А был 8 лет, дед. Это мальчик был 8 лет. Slava Tebie pokazašemu nam svijet. Slava vovišnji Bogu i na zemlji mir v čelovjetje blagovoljeni je. Hvalim Tja, blagoslovim Tja. Великий спост. Да, великий спост. И великий чудотворец, великий чудотворец. 30 лет один хлеб ел. Само хлеб. Сух хлеб и вода. Суварки. Отец Гаврил вратился в Македонию. Гръци протирали его. Сказали, не може да буде славянин на Атоне, не може да буде македонец, и протирали его в Македонию. Преподобный Гавриил Святогорец, епископ Велический, наш современник, подвязался в монастыре совсем недавно, в конце 20 века, а в 30-е годы здесь обосновались русские монахи. Отец Михаил, отец Кирилл, Ермолай, Серафим, Виталий. Он из Руши пришли в монастырь. 35 лет года били здесь в монастыре. Отец Михаил был офицер в России. Отец Виталий был войник. И в монастыре отец Виталий был иеромонах, а отец Михаил здесь был просто монах. Обратно. Так сказали жители села нам. Сколько лет прошло, а ведь помнят и детям своим передают. Это кровь. Понимаете? В 1967 году режим Тита социалистической Югославии, действуя по языческому принципу «разделяй и властвуй», отделил Македонскую православную церковь от сербской. Словно по живому дереву ударил, рассекая надвое мощный ствол, питаемый общими животворными корнями. В конце 20 века, после распада и расчленения Югославии на отдельное государство, церковная ситуация еще больше обострилась. И несмотря на все человеческие связи и многовековые духовные традиции, канонического общения между Русской Православной Церковью и Македонской нет. Продолжаем разговор на волнующую нас тему о разобщении православного славянского мира. Нас постоянно пытаются поссорить, противопоставить друг другу. Почему это происходит? Человеческие слабости. Мы трябва да живут по Евангелию. Не по человеческому разрешению, но по Евангелию. Атонские отцы сказали, ако будет единство в православии, будет любовь, будет едномислие, антихрист
задоцнит. Не будет всегда. На том. Но в православии нет любовь, нет единства и случаются великие искушения по казни Божьей. И я мыслю, Россия это великая православная земля. Треба да приберет всех православных в себе и да будет едно, да Россия да будет защита православных, закрыла. Се молиме за единство и за соединение и помирувание на сите православни да будут едно. Так хочется, чтобы эти молитвы были услышаны. С особым трепетом показывает нам митрополит Иларион бесценный подарок из России от игумена Валаамского монастыря отца Мефодия. И вспоминаются его слова, сказанные на Валааме. Россия – это третья Византия, третий Рим. Это страна, которая является столпом и утверждением нашей голубой планеты, всему человечеству, всему Адаму. Если бы я этого не знал, я бы не приезжал в Россию. Русский народ – это богоносный народ, боголюбивейший народ, носитель духа, носитель святости, святая Русь. Все наши маленькие православные народы, особенно славянского происхождения, они так глазами на Святую Русь всегда смотрят. И большое упование и надежда, что Россия спасет мир, приведет нас к Богу, даже самых упрямых. Весновский монастырь последний в нашей экспедиции в Македонии. Передав митрополиту Илариону икону преподобного Федора Томского, императора Александра I, отправляемся в обратный путь, в Россию, пытаясь изобилие информации, встреч, впечатлений сложить в единую канву то, что приблизит к разгадке вопроса о том, зачем так настойчиво слагаются человеческие судьбы в исторические рифмы. В начале XX века духовную жизнь Македонии возродили валаамские монахи. В конце столетия македонец отправился в Россию поднимать из руин Валаамский монастырь. Отец Мефодий тоже прибыл на Валаам в тот момент, когда духовная жизнь там давно прекратилась. Но мы же с вами не случайно говорим о том, что мы связаны с другими православными народами настоящими и очень крепкими духовными узами. А быть связанными узами – это и помогать друг другу в трудные времена. В этом, наверное, и есть духовное братство. Это промысел Божий. Ведь Валаам называется русским Афоном. Вместе мы с ним с первого дня здесь на Валааме. И вот на моих глазах очень многие люди, которые были равнодушны к церкви, совершенно ничего не знали о ней, не интересовались, благодаря его радушию, любви, его такой вот открытости и самоотверженности стали православными христианами. Во внимание к усердным пасторским трудам в связи с 20-летием служения в сане пресвитера и 55-летием со дня рождения игумен Мефодий насельник Спасо-Преображенского Валаамского Ставро-Епигерного мужского монастыря, удостоен ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Аксиос!
Возродится Валаам, возродится и Россия. Эти слова мы часто слышали на Валааме. А возродится духовная Россия, спасен будет и весь мир. Вот и ответ. Терпеливо веками сплетает Господь духовные нити в единый узор в надежде, что, несмотря на политические и иные разногласия, мы все-таки сумеем сложить ему общий гимн. Святые наши и молитвенники едины. Может, и нам уже пора вспомнить об общих корнях, о тех надеждах, что возлагает на нас Спаситель, о самом главном, за что придется держать перед Ним ответ –